Добрый день! Вы меня пока не видите, я еще по ту сторону калитки, но стоит мне открыть калиточку, которая по нынешним ценам-то на металл стоит, наверное, золотые горы. И мы попадаем на территорию одной советской дачи. И сегодня мы с хозяином этой замечательной дачи, смотрите какая, акации тут живая изгородь. И хозяин говорит, они ближе к середине лета становятся абсолютно непрозрачными. Это так, да? Ну и еще раз говорю, мы в гостях на типичной советской даче и поговорим с хозяином, с моим старым другом Андреем, не бывшим, а руководителем студии Doran Records, партнером Пети Ветрова, получается, да? О том, как с помощью современных технологий, упорядочить дачу, сказать ее более комфортной для человека. Ну, не то, что пожилого, а, скажем, ленивого. Все да. Сахалар в душе немножко ленивые, да? А там работа сама сделается, вода сама нагреется, кустики постригутся. Кстати, вот это, ты говоришь, она становится абсолютно непрозрачной. Да, конечно. Ага. И хотелось бы рассказать немного о тех вещах. Смотрите, сколько смородины, сколько грядок советского пошиба, да? И картофельное поле. Андрей, немного расскажи о планах на, скажем, уход за картофелем, который... Они еще не проросли, да, кстати, у меня уже повылазили. Не, я поздно посадил. Ага. В планах есть пустить сюда капельную ленту. И на картофель тоже. Капельные ленты? Да. Ага. Она будет поливать потихоньку. Надеюсь получить... Мега-урожай. Мега-урожай. Ага, больше, чем у фермера. Превышающие, скажем так, то есть ведро закопал, получил 10 ведер, да? Да, типа да. такого. Нет, 10 мешков, это нормально, скажем так. И первая технология, с помощью которого советскую дачу, которая... У тебя печка отапливается? Конечно. Печкой отапливается печь. Хардкорная советская школа, дача отапливаем печкой. Но у тебя всегда есть на мытье, на посуды, на стирку и так далее горячая вода. С помощью чего? Да. Вот солнечный коллектор. Уже в 2006 году я его поставил. Обложка аж сгорела вся. И он с помощью вот этих вакуумных трубок нагревает воду. Угу. Обычно до 80 вот так вот градусов держит. А так, в хорошее солнце, как сегодня, вода кипит. Вот даже кипит. Можно, да. Можно посмотреть там вот выпускной клапан, где пар идет. Сегодня оператор у нас Илья Жираев. Привет, Илья, надеюсь, ты покажешь. Вот покажи вот там, как парит вот эта вот штука. А мы пройдем, Андрей, и, наверное, нальем и палец засунем в этот кипяток. Нет, не рекомендуется палец. Не рекомендуется, да. Все уже. Парит, ребята, вот смотрите, пар идет. Пар идет. А тут просто вообще кран открываешь, и вода течет. Ага. Емкость этой бочки сколько? 120 литров. То есть это цинковая бочка фактически. Ну, смотрите, вот это, ребята, кипяток. Это кипяток фактически. И всегда можно использовать, там, разбавить в ведре. Она не цинковая, здесь она как термос. Нет. То есть она нагревается все внутри. Там пищевая сталь. И она нагрета и держит 3 дня. Поэтому тут вот этот вот кипяток, как с утра нагрелся, он у меня до следующего дня стоит. Весной, какие сроки ты ставишь эту конструкцию? В мае ставлю и где-то в октябре заканчиваю, убираю. Ну, я как убираю? Я трубки только снимаю и все. Чтобы они не полопались? Да, чтобы трубки. Ага. А эмпирически они работают и после октября, да? Нет. И до мая? Это тот вид, та модель, которая работает только летом, до минус 10. До минус 10. Потому что там вода нагревается непосредственно в трубках. Ага. А есть зимние модели, те намного дороже, может, в будущем где-то. Которые круглый год стоят. Да, которые круглый год. Ага. И все, мы продолжаем наш экскурс. И смотрите, где-то в августе у нас заканчивается, в июле уже, да? Заканчивается пора белых ночей. Да. И, грубо говоря, тут там гости пришли и так далее. И Андрей выходит из своей дачи, и ему же дискомфортно будет идти во тьме. Как ты решил эту проблему? Поставил вот эти вот солнечные, тоже солнечными батарейками. Они на аккумуляторах.
И работает от движения. То Ага. есть они не светят постоянно, Ага. а включаются только когда кто-то проходит. Ага. Очень удобно. Я повтыкал по всем местам, где я хожу, и очень рад. И причем они работают и зимой. Они зимой работают. Да, я вот весной там приезжаю в темное время, вот, подъезжаю, подхожу, у меня раз загорается. Ага. То есть они реагируют не только на твой объем, но и на объем Просто на твоих движение. детей? Да, Жены? ну конечно, да. Да. Любая кошка пробежит тоже. Нет, загорает? ну кошку не знаю, но насчет кошки. Кошек много здесь, но этого не замечал. Да, кстати, у Ну, него тут есть знаменитая беглянка-черепаха, то есть черепаха, которая каждый год убегает вот с этой дачи, и мы всем фейсбуками сопереживаем Андрею, чтобы черепаха, не дай бог, что-то случилось. Камера, это обычная IP-камера, да? Да, да, Обычная IP-камера. То есть, находясь в городе, ты контролируешь Да, полностью да. весь участок. да. Их, скажу вам, немерено по участку раскидано. То есть тут две камеры, которые смотрят на кусты, чтобы там, не дай бог, какой-нибудь этот злоумышленник не повредил камеры перед входом. То есть, я так понял, благоустройство у тебя тоже на улице, да? Ну, благоустройство, конечно, на улице, а где здесь? Это же дача. Тут все должно быть такое хардкорное. Абсолютно, да. То есть и никакого, ну не то чтобы, не как благоустроенная квартира, а она должна быть деревянная, летняя, семья переселяется Да? и наслаждается летним отдыхом именно на даче. Черепаха вот она. Вот черепаха, вот она, беглянка. А где еще один прожектор? Ты же говорил, тук-тук-тук-тук. Вон, Вон туда идет, да? да, вот камера, и там внизу прожектор. Все понял. И еще раз, Андрюша очень неторопливый человек, сам по себе темпоритм у него такой, да? И для того, чтобы утром и вечером не носиться ему с емкостями, с лейками и прочими, вот с этим добром, да? Ночью. Самое ночью. полезное это Самое ночью. полезное это после того, как солнце село, да? Да. Чтобы не носиться вот с этой бякой, у него тут стоит еще очень одна интересная система, которую, ну, я впервые у него увидел. Давай, расскажем немножко об этом. Вот, это называется система. То есть подключается, я раньше подключал к бочке, как бы водопровода не было. Теперь водопровод провел и подключил напрямую фильтр грубой очистки и контроллер. Контроллер работает от батарейки Крона. На один сезон, даже вот эта вот батарейка, по-моему, 3-й сезон стоит. Вот время на нем. Ты выставляешь время. Да, сам время выставляешь и день недели выставляешь. То есть вот сейчас 11:34, да? Потом раз, вот это интервал полива, 1,5 часа. Час 30, да. Так? Вот это дни недели, когда поливается. Вот сейчас пока земля пока не набрала влажности, оно стоит каждый день. Потом для помидоров я ставлю через день. Так? Потом вот это вот первый старт. Это в час ночи. Так? Потом в 4 ночи. Потом в 7 утра. И потом в 9. Днем я вообще не поливаю, потому что просто испаряю. И вот это вот Текущее время. текущее время. 11:34 сейчас. Да. И это контроллер. Да. А сами форсунки, они... Это не форсунки, это капельные. Вот все ошибочно думают, что оно прямо тут отсюда брызгает. Оно просто капает. За счет этого воды расходуется очень мало. То есть раньше, когда я ставил на бочку, у меня бочка на 3 парника расходовалась за 2 недели. Одна бочка. Одна бочка. Очень экономично. Да, огуречная, там стоит другой контроллер. Оно за неделю. То есть у тебя вот эта мини-магистраль идет по всем вот этим грядкам? Ага. И орошает. И то же самое у тебя будет на картофельном поле. Тут вот здесь трубки капельные, да, а там у меня будет лента. И поэтому, ну, как бы в надежде получить Мега-урожай. мега значительный. Слушай, уже вопрос, наверное, задают, сколько стоит такая приблуда, которая, ну, заметно осложняет, не осложняет, наоборот, облегчает жизнь советскому датчику? Нет, ну разные есть. Вот эти вот, которые сейчас я хочу ставить, там капельная лента 8 рублей в метр. 8 тысяч за метр.
8 рублей. А, 8 рублей за метр. Да. А контроллер? Контроллер от 3000. Ну вот эти сейчас дорогие, вот это израильские фирмы. Мгм. Они до 6000. Мгм. Так? А есть китайские, которые там 1500. Мгм. Тот же функционал полностью. Ну, может, там... срок службы такой. Срок службы, Чуть да. пониже. Может, не знаю, там, как пользуюсь. Ну, достаточно, мне кажется, что приемлемо. Слушай, наверное, все-таки я могу себе поставить задачу еще раз на свою тепличку, на свои парнички, поставить такую же бочечку, да, ну, Да, поскольку да. у меня водопровод тоже вечером только включается, да, и поставив контроллер, облегчить жизнь не только себе, но и родителям. Конечно, конечно. Да. Так и вообще просто ты не задумывайся об этом. Потом, допустим, ты же уезжаешь, лето короткое, Мгм. надо пользоваться. Ты куда-то собрался, на выходные уехал, теплицу кто у тебя будет поливать? Она у тебя сгорит все, если без полива. А тут ты спокойно уезжаешь, у тебя все цветет, ты приехал, только огурцы раз-раз сказал. Ага. А там насосика нету, то есть подача должна быть какая-то. Нет, конечно, поэтому вот на высоте. Чем выше поднимаешь, тем лучше. Ага. А можно же включить там мини-насосик какой-нибудь? Ну, конечно, мини-насосик можно, но он у тебя должен включаться по времени же. Да. У То тебя есть же по он времени. постоянно включен Да. должен быть. Поэтому, ну, самое простое решение вот такое, поставить емкость на возвышение. Ну вот я вот как этот поставил. Вот и для теплички у меня такой. Ага. То есть повыше. А давай посмотрим контроллер теплички, да? Теплички, да, он чуть-чуть другой, но той же самой фирмы. Израильской тоже. Да, тоже израильская фирма. Почему израильская? Потому что я покупал, 5 или 6 лет назад. Тогда не было как бы такого. И здесь вот то же самое. Вот 11:40 время, день недели. И вот мы тоже смотрим. Вот час полива, день недели. Вот первый полив, второй, третий, четвертый. Все то же самое. И тоже работает от кроны. Раз и все. Причем есть, кнопка, как бы, когда принудительно ты его включаешь, он открывается. Тут в самом контроллере нету никаких механизмов. Там просто он клапан открывает и закрывает. Слушай, а там вот эта капля с конца, она каким образом выдавливается? Насколько интенсивно? Это не ручеек, а именно Нет, именно капля. Где-то там в секунду 2-3 капли. секунду 2-3 капли. Да, всего. Ага. всего. Как будто протекающий самовар, короче. Да. И причем он протекает по каким-то расстояниям. Ага. То есть бывает на ленте 70 сантиметров, бывает 20 сантиметров, 10 сантиметров. От этого тоже, это от растения зависит. Мгм. А емкость ты заполняешь, обычным шлангом. Ну да, шлангом, насосом. Ага. Ну, слушай, замечательно. А вообще какие есть аспекты? Тепличка советского образца, опять же, да, армированная пленка и так далее. А вообще, вот я показывал фотографии вот этой навороченной теплицы, да, Пети Да-да. Степандиной. Вообще, как ты относишься к системам автоматизации теплиц? Когда форточки открываются, так. У тебя нету? Просто у меня не такой масштаб, может быть. Мне просто проще прийти, дверь открыть. И потом это, выгодно для тех, у кого Кто уезжает? уезжает, и большая теплица. Да. Все-таки. Я настолько не уезжаю долго, мне проще открыл, закрыл. Ага. Нету такого. Но ты же в теме, вот вообще вот эти приводы вентилирования теплиц, они опять же, Конечно, сколько конечно. Они тоже недорогие, по-моему, в пределах 3000. Один, да? Мгм. Там же просто такой масляный Поршень. поршень. Мгм. И все, он просто от температуры нагревается и открывает. Приоткрывает. Приоткрываю. Да, он приоткрывает. Там Мгм. ничего сложного нет. И такие, я, допустим, очень у многих видел. Просто у меня теплица вот, отцовская, отец построил. Мы ее перекрываем там раз в 7-8 лет, эту пленку. С ней вообще ничего не случается. Она и снег выдерживает, и стоит хорошо. Поэтому я даже если новые буду строить, я вряд ли буду из поликарбоната строить. Потому что город пыльный у нас, Мгм. все трется, Мгм. и он темнеет. Пропускная способность. Да, становится. пропускная способность, и инсоляцию не пропускает, вот такое. А тут копеечные затраты. Чик, закрыл, открыл. Все вообще очень хорошо. Потом закрывается нынешними этими степлерами. Оп, тыш. Прошелся вот так Да, вот? да. Вот так вот сделал. Милое дело, да? Да. Слушай, при моем оснащении, у меня тоже
те постройки, которые мы с дедом вместе делали, да, ну, самое утилитарное, скажем так, назначение, у меня просто реально рука не поднимается разобрать, что-то с ними сделать и так далее. есть. Память все-таки поколения, она остается. Ты очень много используешь аспектов, скажем так, солнечной энергии. Что еще можно поставить на пользу, что дает солнце абсолютно бесплатно каждому дачнику? Вообще, если по-хорошему, если дальше там развивать, допустим, ту же тему теплиц, да, теплицы можно солнечными коллекторами обогревать. Можно солнечными коллекторами нагревать бассейны. То есть вот сейчас, допустим, наступает теплое время, да, мы будем, даже если бассейн наполним, мы будем ждать, пока вода нагреется, там, допустим, естественным путем, ну, 2-3 недели еще, по крайней мере. Да? И потом, когда уже будет так прохладно, но солнышко будет, оно тоже будет. А если через солнечный коллектор нагревать, ты можешь сейчас купаться. За 2-3 недели это бассейн зацветет. Если у тебя нет устройства, которое, да. При нынешних технологиях он не цветет. Я говорю, если у робота нет, да, фильтр, прочее, ну, скажем, у кого попроще бассейн, тут ну, и зацвести может. Ну, да, может. Кстати, я собираюсь вот Сережу Комкову, да, он что-то мега-бассейн какой-то обещал показать, которым ходишь по кругу, там детский бассейн приподнимается и так далее. Но все время. Я хочу сказать, что у нас же напомнить нашим телезрителям, что буквально в понедельник мы начали телевизионный конкурс такого республиканского даже масштаба. Подключайте жителей Нерюнгри, подключайте жителей Ленска, Алдана на лучшую баню. И тут многие говорят: о, ты там будешь сравнивать баню, к примеру, какого-нибудь олигарха, который поставил себе на участке, да, и вот такую вот баню, да. Но я еще раз говорю, основной критерий будет зависеть от вас, дорогие участники и дорогие зрители, потому что будут оценивать не экстерьер, не интерьер, не материалы отделочные какие-то, да, а как раз вещи, которые говорят о функционале, о продуманности, скажем так, вот я видел, кстати, вот поливочное устройство такое, дергаешь, да, унитаз наоборот получается, да? Ну, в принципе, да. Да. Ну, там, кстати, такое унитазное устройство и стоит. Это унитазное устройство и стоит? Да, ну, то есть внутри, при наборе воды, там, когда набирается, он поднимается поплавок и закрывает кран. Все это ровно такое же. Это советский унитаз, получается, стоит. Ну, бачок унитазный. Ну да. Там прямо внутри стоит устройство унитазное. А сам этот функционал, он просто переделан так и... Не, ну по факту же можно поставить туда вот старый советский бачок, который висел под потолком, да? Ну да, ну у тебя не будет такого эффекта, вау, когда она вот так вот тебя полностью обнимает. Поэтому, дорогие друзья, еще раз говорю, если у вас в бане продумано все, если у вас, скажем так, по функционалу, по удобству использования, по атмосфере даже, мы можем же оценить атмосферу даже обделанные под какую-то старину вещи и так далее. Присылайте заявки, мы всегда рады выехать, посмотреть, возможно, даже попариться в вашей бане. И победитель нашего конкурса получит мегаприз. О нашем мегапризе мы, кстати, расскажем в завтрашнем выпуске программы «Подворье», которую вот уже которую неделю веду очень с большим удовольствием. Все-таки хождение по друзьям – это очень приятное занятие, особенно летом, особенно когда… Вот смотри, какой кустик стоит, Илья, обрати внимание, да? Такой правильный, ничего, что она в колесе, ничего. Главное, как растение ухаживается, как оно выглядит. Я еще раз говорю, любителям дачи, любителям летнего бытия иногда подчас не хватает тех вещей, которые привычны нам в городских квартирах. Это, как ты говоришь, горячей воды элементарно, да, ну, благоустройство и так далее. И все вот эти вещи мы посмотрели на практике, как продумано у Андрея Колодезникова. Кстати, я понял, почему израильская фирма ты выбираешь. Потому что все говорят, что сахалар, якуты, это сибирские иудеи, которые ленятся просто поливать, на самом деле. Я еще раз говорю, жму руку вот этому ленивому человеку, но не ленивому душой. Еще раз,
куда же комфортнее, чем не носиться там с лейкой и так далее, просто включить контроллер. Я обязательно, еще раз говорю, начну уже с сегодняшнего буквально дня продумывать систему капельного полива для своего небольшого огорода. Ну, еще раз, мы увидимся завтра, а следующую неделю передачу будет вести Даша Анкейхова. У нее будет замечательный цикл передач, опять же, касающийся подворья. Так что ставьте лайки в нашем инстаграме, присылайте заявки и вообще оставайтесь с нами на связи. Можно даже круглый год. До свидания. Пока. Boom, boom, boom.